эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. 5000 семей переселят из аварийного жилья в Якутске в этом году. С какими проблемами встретились собственники квартир? Отличившихся юных вокалистов, чтецов и поэтов наградили в столице республики. Подведены итоги всероссийского конкурса «Земля талантов». Более 100 спортсменов из 20 районов республики в Якутске проходит открытый чемпионат города по масс-рестлингу. 89 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за минувшие сутки в республике. Так, в Якутске выявлено 36 случаев, в Мирнинском районе 21, в Тампонском 10, по 4 пациента с COVID-19 обнаружили в Алданском и Нерингринском районах, по 2 в Вилюйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Момском, Аймиконском и Татинском районах. Кроме того, единичные случаи заболевания выявили в Намском и Алекминском районах. Студенты Северо-Восточного федерального университета будут учиться дистанционно до 1 марта 2021 года. Соответствующий приказ подписал ректор университета Анатолий Николаев накануне. Напомним, университет перешел на удаленный режим работы с 14 октября. Тогда срок был установлен до 1 декабря 2020 года. Затем дистанционное обучение продлили до 6 февраля. Глава Якутии Сэн Николаев посетил поселок Батагай Верхоянского района. В рамках рабочего визита в поселке состоялось торжественное открытие нового больничного комплекса, также награждение братьев Наумовых, встреча с сельскохозяйственным кооперативом «Полюс холода» и с погорельцами жилого дома. Подробнее в материале Саргыланы Неустроевой. Долгожданное событие – открытие новой больницы в поселке Батагай стало настоящим праздником для местных жителей. Новый комплекс рассчитан на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену. Более того, как отметил глава республики, на сегодняшний день это самый лучший больничный комплекс в Арктике. В 2015 году был создан проект ПАО «Саха-проект». Вот это вот наша больница. И в 2016 году, в октябре месяце, была забита первая свая. В ноябре уже 2016 года были начаты строительства. И вот сейчас, как мы видим, в декабре месяце такое красивое, светлое, большое здание было сдано в эксплуатацию. Еще один важный пункт поездки – встреча с представителями сельскохозяйственного потребительского кооператива «Полюс холода». С ними глава республики обсудил проблемы развития сельского хозяйства на севере, в частности, внедрение нового закона по молоку. Очень много Екатерина Алексеевна делает для развития здесь животноводства, производства местной продукции. Ее продукция известна далеко, за пределами даже нашей Якутии. Вместе с тем, конечно же, сельское хозяйство на севере, особенно в вот таких условиях Арктики, оно требует отдельного подхода, отдельных каких-то решений. Также глава республики встретился с погорельцами жилого дома по улице Амосова. Всего здесь пострадало 4 квартиры, 2 из которых принадлежат собственникам. Дом 60-го года постройки. Трагический случай произошел буквально на днях. Не обошлось без жертв. Я хорошо понимаю горе погорельцев, и даны соответствующие поручения и властям и района, города соответствующие будут даны для того, чтобы эти вопросы в ближайшее время были решены и погорельцы могли получить новое жилье. Последним пунктом рабочей поездки стала встреча с братьями Наумовыми. Летом 2019 года Костя и Аэстан, рискуя собственной жизнью, спасли тонущего ребенка. За подвиг глава республики лично наградил ребят памятной медалью Совета Федерации и нагрудным знаком «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив. Саргылана Неустроева, Георгий Григорьев, Верхоянский район. Более 5000 человек переселят в новые дома в этом году в столице региона. В программе значится 166 домов, это 42 тысячи квадратных метров жилья. Это дома, признанные аварийными только с 2012 по 2017 годы. Отметим, проблемы испытывают собственники, купившие квартиру в уже признанном аварийном жилье, так как, согласно новым поправкам в жилищный кодекс, они не имеют права претендовать на новую квартиру, а только на получение выплат по фактической стоимости жилья. Поправки в первую очередь направлены на устранение злоупотреблением возможностями программы переселения.
На сегодняшний день столичная администрация признает, что проблема существует не только на уровне столицы или региона, а в целом по стране и готова выступить с законодательной инициативой для устранения неравенства. Мы должны, как городская администрация, выступить с законодательной инициативой, попросить депутатов городской думы, попросить народных депутатов Госсобрания Иль-Тюмен выступить с законодательной инициативой в Федеральную Государственную Думу для того, чтобы внести изменения в жилищный кодекс в части того, чтобы посмотреть, например, является ли это жилье для людей единственным. Просто если мы видим, что у человека это не единственное жилье, там 2-3 жилья, и, возможно, для него это был как запасной аэродром, то тогда, да, действительно, возможно, пусть по той же стоимости, которую он потратил. Но если для человека, для семьи, тем более для детей, это единственное жилье, я считаю, государство не имеет права поступать с ними так. Санитарное состояние территории, образование наледи и переливы септика. Сегодня в ходе традиционного субботника были выявлены проблемные участки Якутска. Их посетил исполняющий обязанности главы городского округа город Якутск Евгений Григорьев. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. В этом доме по улице Гагарина, 4 в ночь на 26 января произошло обрушение потолочного перекрытия. По счастливой случайности в ту ночь никто не пострадал. Евгений Григорьев пообщался с жильцами, в том числе и пострадавшие квартиры. Вердикт после осмотра один. В самое ближайшее время начать процедуру расселения жильцов. Мы сегодня договорились с жителями о том, что в течение недели мы изучим вариант заключения здесь договора о развитии застроенной территории на строительство нежилого объекта в силу того, что здесь попадает ограничение 7-й шумовой подзоны. Мы это решение будем принимать вместе. Через неделю мы соберемся у нас в администрации и дальше сообщим, по какому пути мы пойдем. Гагарина 4 и 2 рядом стоящих двухэтажки были признаны аварийными только в 2019 году. А это значит, не попали во второй этап программы переселения, как минимум до 2025 года. Почему столь важный вопрос вовремя не обсуждался с жильцами, Гагаринского управа объяснить не смогла. Зато прокомментировали собственники. Мы не знали, что вообще можно признавать что-то, да, каким путем это все нужно признавать. Мы сами все через интернет, через что-то. Никто никакие подсказки нам не давал. Тем временем супруги Свежина утопают в фекалиях в собственной квартире в доме по улице 50 лет Советской армии 53/4. Неделю назад перемерзшая канализация выдавила грязную массу и свела на нет свежий ремонт. Невозможно найти понимание и с обслуживающими дом организациями. Они заняты обвинением друг друга. Все пошло в комнату, видите, все затопило. Это сейчас вот запах вроде, вот получается, третий день сегодня. Вот, запах есть. Если бы вы сразу зашли, это страшно было. Жильцы дома жалуются и на холод в квартирах. На первых этажах температура не поднимается выше 11 градусов. Ситуацию усугубляют и неутепленные трубы. Результат такого отношения можно увидеть невооруженным взглядом. Подтекающие трубы образовали довольно внушительную наледь под домом. Ответ за холодное отношение в первую очередь будет истребован с управляющей компанией «Столичная», обслуживающий дом. Если вы говорите то, что это задача жилкомсервиса, я ничего не буду делать, значит вы не умеете работать. Я все что в границах многоквартирного дома, в том числе перемерзло, прогнило, что-то с ним стало, это ответственность вас, как управляющей компании. Для скорейшего решения вопроса с отогревом труб к работе привлекут специалистов из столичной администрации. Кроме того, жилкомсервису поручено в течение недели внести предложение в план по изменению трассировки инженерных сетей дома. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Впервые из-за эпидемиологической ситуации в регионе отчеты правительства будут проходить исключительно в онлайн-формате на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24 и радио Т-Тим. Далее эфиры отчета правительства по графику будут проходить с участием всех заместителей председателя правительства в разные дни в течение февраля. Вопросы во время прямых эфиров можно будет задать по многоканальному телефону, позвонив на номер 8 41 12 32 01 11 или отправив СМС, либо сообщение по WhatsApp на номер 8 914 279 22 62. С завтрашнего дня вопросы будут приниматься через портал yakutia.click. Итоги отчета будут подведены 27 февраля в 11:00 председателем правительства Якутии Андреем Тарасенко. Отмечу, что завтра в 11 часов в прямой эфир выйдет первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников.
Финалистов Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» наградили в Якутске. В этом году конкурс был посвящен 75-летию Великой Победы. Нашу республику представили победители регионального этапа. Это 14 коллективов и 55 участников из Верхневилюйского района, поселка Жатай и города Якутска. В связи с пандемией в этом году конкурс прошел в онлайн-формате. По итогам конкурса в номинации «Оригинальный жанр» дипломантом первой степени стал Антон Жарков из Якутска. А в номинации «Хореография» лауреатом второй степени стал коллектив из Жатая «Эдельвейс» с постановкой «Мама, не плачь». Я выступал с литературно-музыкальной композицией, которая называлась «Я все-таки выжил». Она основана на воспоминаниях малолетнего узника концлагеря Анатолия Ванукевича. В нем рассказывается, как в те годы Анатолию Ванукевичу еще не исполнилось 13 лет, как он попал в нечеловеческие условия, потерял родителей, видел голод, холод. Ребята показали себя достойно. Здесь, в Якутске, они заняли лауреатов первой степени, и видео было направлено в Москву. Там они заняли второе место. Конкурс проходил по тематике «Дети войны», и, соответственно, наш номер назывался «Мама, не плачь», где танцевали дети как в роли мам с детьми. А накануне в столице региона подвели итоги общественной премии «Якутянин года-2020 Якутск». Кто стал обладателем главной премии этого года и что дает жителям столицы признание горожан, в материале Дмитрия Тымырова. Полный зал, звуки музыки и овации. Минувшим днем в Доме культуры имени Юрия Гагарина собрались лучшие представители различных отраслей столицы. Среди них были и спортсмены, актеры, водители общественного транспорта и другие. Каждый из них были приятно удивлены, что именно их имена попали в шорт-лист номинантов этой премии. Это стало для меня большой неожиданностью. Я очень сильно растерялась, конечно, очень обрадовалась и даже сделала замечание своим старостам, которые представили меня на эту номинацию. Потому что мы не считаем себя какими-то героями, мы просто ведем свою работу, это наш образ жизни. В этом году организаторы получили от горожан более 80 заявок по 9 направлениям. Из них ими было отобрано 21 человек. Голосование проходило в течение января на различных интернет-площадках. Нововведением этого года стало то, что организаторы добавили еще 2 направления награждения номинантов. Это номинация на страже здоровья и за сплочение поколений, которая присуждается за особый вклад в сохранение исторической памяти и вознаменование 75-летия Великой Отечественной войне. То, что я попала в номинацию «Якутянин года», считаю, что это просто выражение благодарности за работу не мне одной, а именно медикам, которые сейчас трудятся по борьбе с ковид. Спасибо, мои дорогие, за то, что вы выдвинули медиков на такую почетную премию. И это будет нам стимулом и поддержкой в нашей работе. Все участники получили дипломы номинантов, а вот лауреатами премии стали 6 человек. В список попали Наум Слепцов, ветеран Великой Отечественной войны, Виктория Шниязова, врач-инфекционист красной зоны, Юрий Романов, Петр Черкашин, Наталья Луковцева и спортсменка Сардана Трофимова. А вот главный приз гран-при премии получила самая юная номинантка Карина Колесова, девочка, которая победила рак. Она показала всем жителям республики, что не надо бояться тяжелых болезней и верить в чудеса до последнего момента. Спасибо большое, что на такой важной премии вы выбрали меня. Мне очень ценно это. Я даже не ожидала, что я выиграю. Ты молодец. Мы тебя очень любим и благодарим за то, что ты живешь в нашей республике. Всех номинантов и победителей народной премии поздравил исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Григорьев. По словам организаторов, данная премия в первую очередь направлена на выявление новых лиц и имен среди горожан, которые своим поступком делают нашу жизнь еще лучше. Об этих людях надо рассказывать. Они сами никогда о себе не расскажут, потому что, как правило, это очень скромные люди. И поэтому я призываю жителей города и в последующем также активно участвовать в этой общественной премии и выдвигать лучших из лучших, тех людей, за которыми мы все с вами пойдем. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.
Первый большой старт масс-рестлеров после долгого перерыва. Так, с 6 по 7 февраля в спорткомплексе «Мадун» проходит открытый чемпионат города Якутска «Золотая палка». Этот турнир организуется с 1979 года и является одним из самых престижных состязаний для масс-рестлеров. В нем принимают участие более 100 спортсменов из 20 районов республики в 12 весовых категориях. В этом году борьба за медали пройдет только среди мужчин и мужчин-ветеранов. Онлайн-трансляцию соревнования можно увидеть на YouTube-канале СК «Мадун» завтра с 10 утра. 8 весовых категорий среди мужчин и 4 весовых категории среди ветеранов, спортсменов. Сегодня вот первый день мы проводим по системе с утешиловкой, то есть проигравшие ждут. Наиболее подготовленные, на мой взгляд, из Мегнакангласского, Усалданского лусов и города Якутска. Вот они сейчас, мне кажется, они самые подготовленные. Ну, есть и разных ребята, например, из Кобяйского тоже очень хорошо выступили сейчас. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Берегите себя, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию.